ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои, Всевышний Аллах Аль-Мухаймин, следящий хозяин, ведающий о самых скрытых событиях и тайных помыслах. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуа Аллаху аллади ла иляха илля хуа аль-малику аль-куддусу ас-саляму аль-му'мину аль-мухаймин». Он Аллах, кроме которого нет достойного поклонения. Он Аль-Малик, властелин, Аль-Куддус, священный, Ас-Салям, чистый от всякого недостатка, Аль-Му'мин, дарующий безопасность своим праведным рабам, Аль-Мухаймин. Аллах Аль-Мухаймин, хозяин, которому принадлежит высшая власть. Он Аль-Малик, он владыка, который находится над своим аршем, знающий положение всех его творений, и ничто не ускользает из его внимания. Даже если Аллах Субхану ва Тааля оставляет кого-то, несмотря на его бесчинство, несмотря на его неверие, то всего лишь на какой-то срок. Аллах дает ему отсрочку. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Валя тахсабанна Аллаха гафилан амма ямалю залимун». И не думай, что Аллах Субхану ва Тааля в неведении о том, что делают преступники. Не думай так. «Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи аль-абсар», говорит Аллах. Воистину Аллах дает им отсрочку до того дня, в котором будут пристально смотреть взоры, будут пристально смотреть на те ужасы, которые произойдут в судный день. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Мухаймин, охватывающий все свои творения своим знанием. Он хозяин, следящий за всем миром, и который является всемогущим. Все нуждаются в нем, в то время, когда он ни в ком из них не нуждается. Более того, все для Аллаха Субхану ва Тааля легко. Ему легко тебя вылечить, если ты болен, или же твоя мать, или же твой сын. Ему легко тебя вызволить из плена, если ты находишься в плену. Он, Аль-Мухаймин, хозяин всех душ, хозяин всех дел, хозяин всех тел. Аллаху Акбар. Ничто не может ослабить его силу. Аллаху Акбар. Ляйса камислихи шай ва хуа ас-самиуль басир. Нет ничего подобного ему. И он слышащий и видящий. Аллах Субхану ва Тааля Аль-Мухаймин, охватывающий все свои творения своим знанием. И ничто не может выйти из его предопределения. Аллах Субхану ва Тааля такой владыка, творения которого не могут выйти за пределы его могущества, творения которого не в силах уйти от установленных им законов. Ему принадлежит все достоинство и превосходство. Абуль-Хасан аль-Аш'ари, рахмахуллах, сказал: «Халак аль-ашьяа би-кудрати». Он, сотворивший все своей мощью, соразмеривший каждое творение по своему усмотрению. Он, сломивший сопротивление всякой вещи своим величием. Ля иляха илляллах. О Аллах, насколько велика его сила, насколько велика твоя сила. Я Аллах, мы не можем даже себе представить такое совершенство. Наш ум, наш разум теряется в попытках достичь твое величие. Я Аллах, насколько великий наш Господь Субхану ва Тааля. И дальше он сказал: и в конечном итоге поникли под давлением его величия все гордецы, подчинились величию его господства все возвысившиеся, бессильны в своих попытках постичь его знания все ученые. Никто не может узнать часть его знаний, если Аллах Субхану ва Тааля
сам не пожелает открыть это кому-то из своих рабов. Насколько неприступный наш Господь. Ля иляха илляллах. Насколько Он совершенный. Насколько Он могущественный. Насколько Он великий. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Альхамдулилля, это наш Господь, который нам покровительствует. И склонили свои шеи. Склонили свои шеи в покорности все Его творения. И потерялся разум в попытках узнать границы Его владений и власти. Ля иляха илляллах. Одним только Его словом «кун», «будь», были воздвигнуты все 7 небес. Эти огромные небеса, великие небеса, одним словом Аллаха «будь» были воздвигнуты. Это прекрасная ровная земля, одним словом Аллаха «будь», «кун», Аллаху Акбар. И также Аллах Субхану Тааля сделал могущественным свою книгу. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Ва анзальна илейка аль-китаба биль-хакки мусаддикан лима байна ядайхи мин аль-китаб». Мы не спаслали тебе книгу. Не спаслали книгу. С чем? Биль-хак. С истиной она. Коран – истина. Каждая буква в нем – истина. Что она делает? Мусаддикан лима байна ядайхи. Эта книга, Коран, подтверждает все предыдущие книги. Все, что было написано в предыдущих, неспосланных Аллахом книгах, Коран подтверждает это все. «Ва мухайминан алейхи», говорит Аллах в Коране. Мухаймин, эта книга Коран властвует над всеми книгами, которые были неспосланы Аллахом Субхану Тааля. Такое благо Аллах Субхану Тааля дал нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Таким благом, таким великим Кораном Аллах Субхану Тааля почтил умму пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Мусульман, альхамдулилля, нас, это гордость наша Коран. Аллаху Акбар. Мы поднимаемся, возвеличиваемся этим Кораном. Аллаху Акбар. Аллах Субхану Тааля, следящий за каждым словом, которое исходит от Его рабов, и за каждым делом. В Сахих Муслиме приводится хадис от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Я ибади, иннама хия а'малукум, ухсиха лакум, сумма уафикум ияха». Всевышний Аллах, Аль-Мухаймин, обращается к каждому из нас. «О мои рабы, воистину это ваше деяние, ваш каждый день, это ваше деяние, которое вы совершаете в этот день, ваши слова и поступки». Аллах говорит: я веду счет этим деяниям. А затем в судный день я воздам каждому из вас согласно вашим деяниям. «Фаман ваджада хайран фальяхмадиллях», сказал Аллах Субхану Тааля. И кто же обнаружит свою награду в судный день приятной, полезной, радующей, то пусть восхвалит Аллах Субхану Тааля. «Ваман ваджада гайра залик фаля ялуманна илля нафса», говорит Аллах. Кто же обнаружит свое воздаяние в судный день болезненный, мучительный и печальный, то пусть не порицает никого, кроме самого себя. Аллах Субхану Тааля каждому из нас дал выбор: подчиняться приказам Аллаха или не подчиняться, надевать хиджаб или не надевать, делать намаз или не делать. Каждый из нас добровольно поступает, добровольно выбирает, а затем в судный день будет воздаяние за твой выбор. Аллах Субхану Тааля Аль-Мухаймин. И это имя Аллаха Субхану Тааля указывает на то, что у Аллаха есть такие качества, как аль-хивз, оберегание, охранение. То, что Аллах Субхану Тааля высочайший, то, что Аллах Субхану Тааля знающий, на мощь Аллаха указывает, на то, что Аллах Субхану Тааля покоряет каждого, может сломить сопротивление каждого. То, что Аллах Субхану Тааля живой, постоянно в бдении, занятый нашими делами, решением наших проблем. То, что Аллах Субхану Тааля слышащий, видящий, сильный, могущественный, мудрый. В ком из нас есть такое качество? В ком из нас собрались все эти качества одновременно? Ля иляха илляллах. Насколько пленяет могущество Аллаха? Насколько пленяет совершенство Аллаха Субхану Тааля? Ля иляха илляллах. Хвала Аллаху за то, что мы узнали Его.
Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин. Ученые не нашли какой-либо вид зикра, поминания Аллаха, или же какой-либо дуа с упоминанием этого имени Аллаха, субхану тааля. Однако они нашли дуа, такой зикр, в котором есть те смыслы, на которые указывает имя Аллаха, субхану тааля, аль-Мухаймин. В сборнике хадисов имама аль-Бухари приводится хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Иза атайта маджаак, фатавадда удуака лиссаля». Когда ты подойдешь к своей постели ночью, чтобы лечь спать и отдохнуть, то возьми такое омовение, которое ты обычно берешь для того, чтобы совершить намаз. Сумма куль, а затем скажи: Аллахума аслямту ваджхи иляйк. О Аллах, я обратил свое лицо к Тебе, покорился Тебе и сдался. Человек перед сном вспоминает то, что дорого его сердцу. И в этот момент ты вспоминаешь своего Господа. Я обратил к Тебе свое лицо и сдался Тебе. Я Аллах. Вафаватту амри иляйк. И только Тебе верил все свои дела, полностью уповая на Тебя. Ва альджадду захри иляйк. Рахбатан ва рахбатан иляйк. И только на Тебя, я Аллах. Только на Тебя я полностью опираюсь, стремясь к Твоему довольству, желая Твоего хайра, Твоего добра и страшась Твоего гнева. Аллахумма аманту би китабика аллази анзальт. О Аллах, я уверовал в Твою книгу, которую Ты не спаслал. Ва би набийика аллази арсальт. И уверовал в Твоего посланника, который был послан к нам. И с этими словами ты засыпаешь с этими великими, высочайшими словами, с этим высочайшим обращением к своему Господу. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаин мутта мин ляйлятика фа анта аля аль-фитра, вадж'альхунна ахира ма татакалламу бих». Если ты умрешь этой ночью, то ты будешь на прямой религии. Ты умрешь на прямой религии, религии Ибрахима, алейхиссалям, отца единобожников, на таухиде, на единобожии. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и пусть эти слова будут последними словами, которые ты произносишь перед сном. Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин. И ты можешь наполнить свою жизнь поклонением Аллаху, субхану тааля, этим именем. Каким образом? Ты узнал, что Аллах, субхану тааля, следящий за своими творениями, хозяин всех своих творений. И понимание этого должно заставить тебя следить также за своими словами, которые ты произносишь, и за своими поступками, которые ты совершаешь. Тот муслим, который знает, что Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин, побоится Аллаха в тех словах, которые он говорит своим родителям. Побоится Аллаха в тех словах, которые он говорит своей жене, своим детям, своим друзьям, другим мусульманам. Он знает, что Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин, следит за ним и не будет переходить границы в отношениях с окружающими. Тот, кто знает, что Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин, понимает, что ничто не может преградить Аллаху увидеть тебя, когда ты совершаешь грех, когда ты пьешь спиртное, когда ты отдаешь деньги под процент, или же берешь под процент, или же ты бьешь какого-то мусульманина без вины, встречаешься с харамом, воруешь, взываешь кому-то, кроме Аллаха. Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин, видит тебя и воздаст за твои деяния в судный день. Побойся же Аллаха, побойся аль-Мухаймина, следящего за тобой. Побойся его, знай, что он дает тебе всего лишь отсрочку для того, чтобы ты покаялся и вернулся к Аллаху, субхану тааля. И, быть может, кто-то из людей, которые не совершают намаз, не выплачивает закат, не заботятся об арканах ислама, не выполняют их, может подумать, посмотрев на свое здоровое тело, посмотрев на свой огромный красивый дом, посмотрев на свою дорогую машину, может подумать, что не будет ему никакого наказания. Однако пусть он не обольщается этим богатством. Пусть он не думает, что это богатство признак того, что Аллах его любит. Пусть он не думает, что эти богатства признак того, что Аллах его почтил. Нет. Аллах богатство дает даже кафирам, неверным, которых он проклял, которых он в конечном итоге заведет в огонь. Аллах им даже дал богатство,
Какая разница между ним и тобой? Какая разница, если вы оба одинаково богаты? Не думай об этом. Не думай, что Аллах Субхану Тааля оставит тебя без наказания за оставление ислама. Потому что Аллах Субхану Тааля дает отсрочку, чтобы ты опомнился, чтобы ты вернулся, чтобы ты сделал таубу, покаяние. Однако, когда эта отсрочка закончится, ты не ускользнешь от него. Помни об этом и постарайся вернуться к своему Господу, радующим своих верующих рабов. И Аллах Субхану Тааля нам уже рассказал историю про человека, который подобным образом обольстился. Этот человек имел огромный сад, в котором было много плодоносящих деревьев. Это был красивый сад, очень дорогой сад, на который он потратил огромные средства. И он зашел в этот сад со своим другом и сказал, Аллах рассказывает нам про него, «Вадахаля джанната, вахува залиму ли навси». Он зашел в свой сад и в то же время причиняет зло самому себе, причиняет несправедливость себе. Каким образом? Он сказал, он сказал, я не думаю, что вся эта красота когда-нибудь исчезнет. Ла иляха илляллах. Он увидел эти все богатства и подумал, что это никогда не исчезнет. Дальше он сказал слова, которые еще хуже, чем это. И я не думаю, что судный час когда-нибудь настанет. Ла иляха илляллах. Видите, как богатство заставляет человека забыть своего Господа. Как богатство обольщает человека. Обольщается человек этим богатством и думает, что он будет вечно жить и не будет никакой смерти. И дальше он говорит, думая, что все эти богатства являются признаком любви Аллаха к нему. Он говорит, даже если и настанет этот судный час, и меня вернут к моему Господу, то непременно я обнаружу, найду лучшее у своего Господа. Лучшее, чем это у своего Господа. Ла иляха илляллах. Насколько богатство обольщают и обманывают человека. И тогда его друг сделал ему наставление, чтобы он вернулся к своему Господу, чтобы он признал своего Господа, чтобы он был благодарен своему Господу. Однако он отверг его наставление. И дальше Аллах Субхану Тааля сказал, وَأُحْيِتَ بِسَمَرِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Дальше пришло наказание Аллаха Субхану Тааля. И Аллах не спаслал наказание с неба. И эта земля стала засушливой, бесплодной и истощенной. И погиб весь этот сад. Вся эта красота погибла. И ветки этих деревьев упали друг на друга от засухи. И хозяин этого сада стал разводить руки от безысходности, от досады на те средства, которые он потратил на весь этот сад, на те огромные средства. И сказал, о, если бы я не предавал Аллаху Субхану Тааля сотоварища. Насколько губительно многобожие. Насколько губительно предаванию Аллаху Субхану Тааля сотоварища в своем поклонении. Остерегайся этого. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Ма я'маль су'a юджза бих, ва ла яджид лаху мин дуни Аллахи валия ва ла насира». Ла иляха илляллах. Кто совершает плохие деяния, лжет, не молится, запрещает надевать хиджаб, запрещает оставлять бороду, запрещает идти на намаз в мечеть, прелюбодействует, курит, вешает талисманы, верит в гороскопы, верит в приметы, грабит людей, совершает такие плохие деяния, ему будет награда такая, воздаяние такое, которое он заслужил. И он не найдет себе в судный день какого-либо заступника, помощника или покровителя, который бы защитил его от Аллаха Субхану Тааля, Аль-Мухаймина. И в то же время тот единобожник, который узнал, что его Господь Аль-Мухаймин, будет открыто говорить истину. И его не напугают упреки упрекающих. Он не будет бояться следовать этой истине. Я буду одевать хиджаб, я буду оставлять бороду, я буду идти в мечеть на утренний намаз и на все остальные намазы. Я буду подчиняться Аллаху Субхану Тааля, потому что мой Господь Аль-Мухаймин, и Он взыщет с каждого, кто говорит ложь, и взыщет с каждого, кто противостоит религии Аллаха Субхану Тааля. Также тот, кто узнал, что его Господь Аль-Мухаймин, будет гордиться
величием своего хозяина, Аль-Мухаймина. Будет гордиться, что он поклоняется Аль-Мухаймину, и Аль-Мухаймин на его стороне. Аллаху Акбар. Насколько радует сердце это чувство. Насколько радует сердце то, что твой хозяин не имеет никакого недостатка, никакого порока, что он всемогущий. Насколько это радует. И он будет стараться совершать деяния, которые вызывают его довольство. Очищать свое намерение только ради Аллаха. Делать все только ради Аллаха, ради его довольства. И будет просить помощи только у него. И будет прилагать все усилия для того, чтобы получить какой-либо результат в том или ином деле. И уповать только на Аллаха, субхану тааля. И он будет опасаться вызвать гнев Аллаха, субхану тааля. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Я айюхаллазина аман, ма яртадда минкум ан дини, фасауфа яти Аллаху бикаум». О те, которые уверовали, к нам Аллах, субхану тааля, обращается. Те, которые уверовали, кто из вас оставит этот ислам, отвернется от этого ислама, выйдет из этого ислама, из этого прекрасного ислама, после того, как он узнал его, оставит, отвернется от него. Каким образом? Бросит намаз, будет заниматься колдовством, будет желать величия неверным, симпатизировать им, желать им победы, и тогда Аллах, субхану тааля, стерет вас с лица земли. Аллах, субхану тааля, предупреждает нас: кто оставит этот ислам, выйдет из этого ислама, отвернется от этой религии, что тогда? Аллах стерет их с лица земли. На их родине их не будет существовать. И Аллах поселит на это место другой народ, других мусульман. Какие качества у этих мусульман? «Юхиббухум ва юхиббуна», говорит Аллах в Коране. Аллах сам будет любить этот народ, этих мусульман, и они будут любить Аллаха, субхану тааля. И дальше Аллах, субхану тааля, описывает качества этих людей, которых Он любит. «Азиллятин аляль му'минин», говорит Аллах в Коране. Они склонили крыло милосердия друг к другу, к верующим. Обращаются друг к другу любезно, с милосердием, любят друг друга, помогают друг другу в трудную минуту, не обзывают друг друга кличками, не дерутся друг с другом. Какие еще качества? «А'иззатин аляль кафирин», говорит Аллах в Коране. Они возгордившиеся над неверными, поднявшиеся выше неверных, выше их цивилизации, выше их культуры. Они не смотрят на их культуру, так называемую, так, разинув рты. Нет. Они смотрят на их культуру вот так, с презрением. Что в этой культуре, чтобы любить его? Что хорошего в этой культуре, чтобы желать им победы? Что хорошего в этой культуре, чтобы подражать им? Ля иляха илляллах. Они смотрят на этих неверных с презрением, потому что они враги Аллаха, субхану тааля. «Юджахидуна фи сабилиллях, ва ля яхафуна лаумата лаим», говорит Аллах в Коране. Они делают джихад на пути Аллаха. И их не устрашают упреки упрекающих, порицающих. Не останавливает все это от того, чтобы подчиняться Аллаху, субхану тааля. И дальше Аллах, субхану тааля, говорит: «Залика фадлюллахи ю'тихи ман яша». Вся эта покорность, все эти качества являются милостью Аллаха, которую Он дает, кому пожелает. Валлаху васиун алим. И Аллах щедрый своими подарками, своей милостью. Аллаху Акбар. Аллах щедрый, твой Господь, Аллах, субхану тааля, аль-Мухаймин. Он в то же время аль-Карим, щедрый и всезнающий. Субханаху ва тааля. Акулю каули хаза, ва астагфируллаха ли ва лакум, ва ахиру да'вана, ани алхамдулиллахи раббил алямин.